Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 46 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у одного из них. Это пациент, который, согласно симптоматике, накануне был госпитализирован в Гудауту. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выписано 7 человек. Один пациент из Гудаутского госпиталя транспортирован в город Сочи в специализированную больницу для оказания специфической медицинской помощи по основному диагнозу. Кроме того, из города Гагра отправлена гражданка России с подтвержденным COVID-19, тоже для лечения в город Сочи. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 156 человек, из них 58 выздоровели. Президент Абхазии Аслан Бжаня встретился с абхазской теннисисткой Аминой Аншба. Глава государства выразил благодарность за ее выдающиеся достижения, популяризацию Абхазии в мире и спорта внутри страны. Амина Аншба поделилась с президентом своими планами. Аслан Бжаня поинтересовался, в каких международных турнирах она планирует принять участие в ближайшее время. Спортсменка с сожалением констатировала, что сейчас у нее нет такой возможности из-за пандемии коронавируса и закрытия границ, а соревнования в основном проходят в Европе. Амина Аншба и ее мать Эмма Кортава поблагодарили президента за внимание и поддержку. Аслан Бжаня и теннисистка также обсудили вопросы развития тенниса в Абхазии и в целом мировые тенденции в этом виде спорта. Два очень талантливых спортсмена, да? Ты и Ален Авицба. Он же тоже из твоего цеха, правильно? Да. Ну, рассказывай про себя, как обстоят дела, какие планы. Кто сейчас будет повержен в ближайшее время, кто будет плакать по этому поводу? Все хорошо, я тренируюсь. В Москве, конечно же, каждый день. Но сейчас нет возможности играть турниры, так как границы закрыты, а в основном соревнования проходят в Европе. Поэтому сейчас я только тренируюсь, вот в надежде на то, что смогу потом через какое-то время выехать и уже сыграть соревнования. Ну вот сейчас отстроили новые корты, клуб «Аква» называется. Да. Просто нужно наладить тренировочный процесс, а так все условия есть, и климатические, то есть все замечательно. Я бы сама могла тут тренироваться спокойно. Большая надежда связана с людьми вашего поколения. Да. С нами чуть проблематичнее, очень тяжело будет нам перестроиться. Мы постараемся сохранить то, что есть, и каким-то процессом придать импульс. А вот развивать по-настоящему, на всем на этом строить что-то новое, это уже ваша епархия и ваша задача. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб прокомментировал публикацию на сайте радио «Голос Америки» под заголовком «Сепаратистские власти обещают прекратить дискриминацию этнических грузин». В ней проводится мысль о том, что нынешние власти Абхазии, в том числе премьер-министр, известны своим конструктивным отношением к Тбилиси. «Я и не знал, что пропагандистский инструмент советской эпохи «Голос Америки» все еще жив», – удивился Александр Анкваб. Комментируя публикацию, в частности высказывание грузинского политолога Закариишвили, он заявил, что никто из бывшего и нынешнего руководства Абхазии никогда не призывал к войне с Грузией. Наоборот, все годы после окончания навязанной Грузией войны настойчиво призывают эту страну к заключению соглашения о невозобновлении военных действий к мирному соседству. Абхазия ни с кем не будет обсуждать вопрос о своей независимости. Точка невозврата пройдена. Но гарантированный международным сообществом мир в регионе необходим, подчеркнул премьер-министр. Комментарий Александра Анкваб полностью вы можете прочитать на страницах государственного информагентства «Апснапресс». Ряд медицинских учреждений республики на 100% обеспечен лекарственными препаратами, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. РУП «Абхазфармация» в полном объеме поставляет препараты, необходимые для оказания экстренной медицинской помощи. Отгрузка медикаментов и медицинских изделий будет осуществляться в несколько этапов. Первые препараты получила республиканская больница, на очереди детская республиканская больница, Национальный онкологический центр и психоневрологический диспансер. Подробности в материале пресс-службы ведомства.
препараты для онкологических больных первой и второй линии, инсулин, кардиопрепараты. Перечень медикаментов, которые уже доставлены в Абхазию, довольно большой. Дополнительный контракт на сумму свыше 14 миллионов рублей, заключенный Минздравом Республики с РУП «Абхазфармация», предполагает бесперебойную поставку лекарств на ближайший квартал. По поручению правительства Республики Абхазии Министерство здравоохранения определило ряд приоритетных направлений, которые было решено обеспечить медикаментами. Соответственно, был заключен контракт, и ряд медицинских учреждений и иные направления были охвачены этим контрактом. Если речь идет о текущем контракте, это на потребности текущего нашего квартала, то там контракт заключен на 15 миллионов рублей. Но параллельно отпуск не прекращался, параллельно отпуск и был, и идет, помимо и этих сумм, соответственно, тоже там экстренные всякие ситуации, плановые. То есть это не единственные, грубо говоря, отгрузки, которые сегодня осуществляются нашим медучреждением. Главная задача – обеспечить медучреждения лекарственными препаратами и товарами медицинского назначения, необходимыми для оказания неотложной медицинской помощи. В этом квартале Минздрав пересмотрел не только графики поставок, но и логистику. А значит, проблем с лекарствами в медучреждениях быть не должно. Перечень наиболее ходовых препаратов формировали сами больницы. В первую очередь мы поставили задачу обеспечить на квартал лекарственными препаратами для оказания экстренной помощи. Закуплены препараты также для кардиологических пациентов. Это фибринолитический препарат. И на сегодняшний день, если есть необходимость в этом препарате, он дорогостоящий препарат, он у нас в наличии, и мы можем обеспечить. Отгрузка медикаментов и медицинских изделий будет осуществляться в несколько этапов. Лекарственные препараты на сумму свыше 1 миллиона рублей уже выданы республиканской больнице. В течение недели ожидается поставка лекарственных препаратов для детской республиканской больницы, психоневрологического диспансера и ряда других медицинских учреждений. Продолжаем выпуск. В Сухуми началось поэтапное восстановление гостиницы «Абхазия», сгоревшей 35 лет назад, в свое время одного из самых красивых зданий города, символа столицы Абхазии. Сейчас на первом этаже открылось кафе, именно в том месте, где оно и было всегда. Старшее поколение хорошо помнит его. Сария Кварацхеля пообщалась с собственниками здания и узнала об их планах. Гостиница «Абхазия», даже сгоревшая, стоящая в таком неприглядном виде с 1985 года, до сих пор является визитной карточкой столицы. В первые годы своего существования гостиница носила название «Советская Абхазия». На первом этаже здания располагался ресторан с выходом на платформу галерейного типа. Весь гостиничный комплекс включал в себя несколько зданий, в том числе кофейню и бассейн. На сегодняшний день здесь идет поэтапная реконструкция здания. Четырехэтажное полукруглое белое здание приобрело новую жизнь. На первом этаже гостиничного комплекса спустя 35 лет свои двери открыл кафе-ресторан «Абхазия». Идея восстановить первый этаж любимой и знаменитой гостиницы «Абхазия» родилась в прошлом году. Спонтанно, совершенно случайно. Речь тогда не шла о бизнесе и о ресторане. Собственно, стало понятно, что необходимо уже открыть эту зону на набережной. Строительный забор, который многие годы закрывает эту территорию прекрасно, он уже изжил себя, и нужно было эту задачу решить. И, в общем, мы собрались, близкие, родные, и пришли к такому решению, что нужно реализовать наши планы. И все это превратилось в такую, мне кажется, прекрасную историю, которая радует нас в первую очередь. И мы очень надеемся, будет радовать гостей нашего дорогого места. За счет своего месторасположения кафе-ресторан обладает уникальной особенностью. Прекрасный вид на море открывается с каждого столика. И оно так близко, что отчетливо слышны звуки морского прибоя. Я очень рада, что вот такое это открылось. Я даже вообще не ожидала в ближайшем будущем, что здесь откроется что-то. Потому что мы, коренные сухумчане, очень хорошо помним, как здесь мороженое самое вкусное в Сухуми было. И всегда здесь очень много народу было. И самое любимое место было здесь в Сухуми.
Я очень рада, что вот это открылось. Будем сюда почаще заходить. И красиво, с таким вкусом все так сделано. А интерьер здесь выполнен в современном стиле. По словам владельцев кафе-ресторана, они тщательно продумали каждую деталь оформления, чтобы люди захотели вернуться сюда. Было предложение мое, и я очень рада, что все мои близкие согласились, что наполнены они будут только книгами. Ну и, конечно, очень важную роль здесь играют зеркала, которые отражают нашу красивую набережную. И вот такая чудесная игра, получается перспектива глубокая. Как известно, открытые рестораны и летние кафе привлекают посетителей не только разнообразным меню и качественным сервисом, но и красивым ландшафтом, который создает особенную атмосферу комфорта и уюта. Озеленением занимался один из владельцев кафе Саид Осия. Человек, который очень болеет этим городом, и на самом деле сам хозяин Саид занимается тем, что он поливает это каждый вечер, подстригает кустики. И это на самом деле всех прохожих очень умиляет, потому что человек с душой относится к тому, чем он занимается. Визуальная картинка очень красивая, но нам есть куда к чему стремиться, и мы к этому стремимся. Мы хотим, чтобы Абхазия... Вот, кстати, люди, проходя, говорят, что это очень не похоже на Абхазию, а похоже на Монте-Карло. Так вот, мы очень хотим, чтобы так не говорили, а говорили, вот как красиво, как в Абхазии. Пусть Монте-Карло равняются на Абхазию. Сабина – супруга Саида Осия. Она мама 2 детей. По словам девушки, именно по ее инициативе на территории кафе и ресторана был создан детский уголок. Когда я прихожу куда-то в заведение, мне всегда очень хочется накормить сначала их, а потом сидеть, отдыхать, общаться, чтобы за ними кто-то приглядывал. И мы решили, что мы такую зону сделаем. И мы ее сделали, правда, пока не до конца закончили, но планируем. Мы хотим, чтобы наши гости имели возможность отдохнуть с детьми или без. У нас здесь будут работать 2 прекрасные девушки, аниматоры, с которыми всегда детям очень интересно и весело. Они будут рисовать, учить стишочки. На газоне перед гостиничным комплексом будут установлены цветочные часы. Эскиз проекта уже готов. Один из учредителей компании «Континенталь» и непосредственно сам владелец кафе и ресторана Владимир Бегуа в скором времени пришлет часы из Москвы. Место для них уже готово. Вот эта зона, она была в Абхазии всегда. И мы решили, что ее надо возродить, учитывая то, что она всегда, эта зона зеленая, очень радовала глаз наших гостей, сухумчан непосредственно. И сегодня, когда гости приходят, говорят, что вернулись в детство, все начинают здесь фотографироваться, что очень приятно, оставлять хорошие отзывы. И вот в этой зоне были часы, которые обязательно будут. Они делаются в Москве у мастера и скоро будут у нас. Потом, значит, сюда ввели еще календарь, но мы решили не делать календарь, а вернуться вот в более позднее время и сделать только часы. Гостиница «Абхазия» была возведена в 30-х годах прошлого века. Считалась по праву одним из главных архитектурных символов столицы. Строил ее советский архитектор Владимир Щуко. Гостиничный комплекс занимает площадь в 30 тысяч квадратных метров. Его территория ограничена улицами Лакоба, Леона, Айтгалера и набережной Махаджиров. В 80-х годах 20 века в этой гостинице располагалось абхазское отделение старейшей советской фирмы «Интурист». В 1985 году в гостинице произошел сильный пожар, причиной которого стало возгорание в горячем цеху, располагавшемся на 1-м этаже комплекса. Вот так сгорел символ эпохи – гостиница «Абхазия». Впрочем, как и вся система на всем постсоветском пространстве. А жители города Сухум и по сей день тепло вспоминают это местечко. Красивое, увитое глицинией, где продавалось самое вкусное мороженое, усыпанное тертыми орешками с шоколадом и вареньем. Я помню день, это на моих глазах был, как горела гостиница «Абхазия». Это свыше 40 лет почти было назад. И вот 40 лет сухумчане ждут, когда же гостиница восстановится. Знаете, есть такие брендовые места, вот гостиница «Абхазия», «Амра», «Сан-Ремо» – это вот Абхазия, лицо Абхазии. И когда лицо такое выглядит пострадавшим, уставшим, плохо выглядит, это всегда сказывается на нашем имидже. И, конечно, тут частично привели в порядок. Я очень бы надеялся, что в скором времени верхние этажи приведут в порядок, и тогда главное здание города Сухума и Абхазии будет восстановлено.
25 декабря 2007 года парламент Абхазии принял закон о приватизации имущественного комплекса гостиницы «Абхазия». Объект приватизировала компания «Континенталь», учредители которой абхазские граждане. Иностранных граждан в компании нет. Планировалось, что новые владельцы оставят прежний внешний облик гостиницы, построив современный отель. Однако из-за кризиса реализовать проект не удалось. В итоге в самом центре абхазской столицы, на популярной у многочисленных туристов набережной, уже десятилетия стоят руины, на фасаде которого появлялись лишь социальные рекламы и маскировочное полотно. Цена продажи объекта была установлена в законе 60 миллионов рублей. Условия договора по оплате собственникам будущим были исполнены. Оплата произведена полностью. Срок реконструкции объекта был указан в договоре купли-продажи 4 года. Свидетельство о собственности общества с ограниченной ответственностью «Континенталь» получило в 2010 году. Как известно, восстановление объекта затягивается. Был подготовлен собственником уже после приватизации проект реконструкции. Еще до Отечественной войны народа Абхазии в республику приехали представители польской фирмы «Будимекс» и составили большой план по реставрации гостиницы «Абхазия», согласно которому помимо самого здания должны быть восстановлены другие постройки в ближайшем квартале. Но эти планы так и остались на бумаге. Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. 11 августа в Сухумской 4-й средней школе прошли вступительные экзамены для абитуриентов из Абхазии, поступающих в Белгородский государственный технологический университет. Единое тестирование проходило по 3 предметам – математике, физике и русскому языку. Как стало известно, все абитуриенты, подавшие заявление на поступление в БГТУ, успешно прошли вступительные испытания и зачислены в вуз. Хотел бы пожелать всем ребятам, чтобы они шли к намеченной цели, не стеснялись задавать вопросы, были бы активными, и чтобы они не подвели своих родителей, своих учителей, чтобы они подтвердили свои знания и учились хорошо. Ну а также хотел бы пожелать в условиях этой обстановки, конечно же, здоровья, а родителям набраться терпения и поддержать своих ребят. Сергей Булгаков в интервью нашей программе также рассказал о совместных планах Белгородского государственного технологического университета и Министерства просвещения и языковой политики Абхазии, об условиях учебы и проживания абхазских студентов и об их успеваемости. Смотрите интервью с директором Института организации и управления набором БГТУ в рубрике «Амшек Шара Плюс» сразу после выпуска новостей. В Сухуми завершился онлайн-тренинг на тему комплексного подхода к организации работы школы в условиях карантина. В мероприятии принял участие министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. Организаторы тренинга – Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ» в Абхазии. В течение 2 дней участники онлайн-конференции – это директора школ, заведующие отделом образования, преподаватели – связывались с экспертом из Эстонии Анной Голубевой, которая делилась с абхазскими коллегами опытом в области дистанционного обучения. Об итогах онлайн-тренинга расскажет Сария Кварацхеля. Поддержать систему в условиях пандемии, а также найти способ продолжать образование в случае неблагоприятного развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Такова цель тренинга. Активное внедрение современных технических средств в систему образования коренным образом изменило подход к образовательному процессу во многих странах мира. Новая форма обучения получила широкое распространение, одно из которых – дистанционное обучение. Современное образование диктует нам свои тенденции, свои правила, согласно которым мы должны все-таки привыкать к тому, что эта традиционная роль учителя, все время у доски с мелом, она не то что нивелирована, ни в коем случае. Она просто, скажем так, будет более разнообразна в плане каких-то технологий из будущего, грубо говоря. Потому что для большинства учителей это кажется пока еще просто эфемерным. Давайте говорить правду. Но когда Генри Форд заменил лошадь на автомобиль, он сказал такую фразу, что люди чаще капитулируют, чем терпят крушение.
То есть действительно надо просто начать. Роль родителей в дистанционном обучении очень важная. Они главный партнер учителя, и от их взаимодействия зависит успешная реализация онлайн-обучения. Надеюсь, что наши коллеги здесь, они услышали это, намотали на ус, сделали выводы и, главное, спланировали действия. И эти действия они будут активно реализовывать сами, с помощью коллег своих, с нашей помощью, с помощью министерства, педагогов, родителей и самих учеников. Будем надеяться, что онлайн-обучение это будет вынужденная мера и мера по желанию. То есть, когда мы выходим на связь с зарубежными экспертами или иногда там по субботам, воскресеньям мы там общаемся или дополнительно занимаемся с педагогом помимо основной школы. Мы на это будем только надеяться, что карантин нас уже обойдет стороной, одного нам хватило. Да, мы уже засиделись дома и ходим в школу, в детский сад, в университет. Дети уже скучают по друзьям, по педагогам. Новые требования к знаниям, стремительное развитие информационных технологий, появление новых методик обучения – все это требует тщательного пересмотра подхода к системе обучения, которая должна по максимуму использовать доступные информационные и педагогические технологии. Как вот начать 1 сентября в условиях вот той ситуации, которая сложилась? То есть в условиях пандемии, как вот научить детей к той привычке, которая у нас уже за несколько месяцев сложилась, и как бы это воплотить в жизнь. Все-таки здесь нужна, наверное, совместная работа именно районных администраций. Работа по внедрению дистанционного обучения будет использоваться только в период пандемии. Заменять или же упрощать традиционное обучение никто не собирается. Именно об этом надо рассказать представителям районных отделов образования и руководителям общеобразовательных школ, отмечалось на встрече. По итогам нашего семинара мы все, вот эти опасения, которые у нас были, они немного рассеялись. Безусловно, мы реально понимаем, что все не так просто. Но при этом мы уже понимаем, что и не так страшно, как казалось на первом этапе. Построить определенную работу уже сегодня, если будут у нас технические средства, мы сможем. По итогам нашего семинара мы получили определенные ответы на свои вопросы. И думаю, если я не смогу поставить работу так, чтобы охватить полностью класс, школу или район сегодня на этапе моей работы, то применить это к детям, которые не охвачены учебой, я обязательно смогу и хочу это попробовать, потому что очень много детей на домашнем обучении, им нужна наша поддержка, наша помощь, и надеюсь, что эта платформа даст нам возможность вовлечь в образовательный процесс наших детей. Министр просвещения и языковой политики Инна Алгаблия от имени участников семинара поблагодарил эксперта из Эстонии Анну Голубеву, которая в течение 2 дней на примере обратной связи учителей Эстонии делилась с абхазскими коллегами опытом в области дистанционного обучения. Благодарю вас за участие, за организацию этого тренинга. Коллега Наталья здесь тоже нам помогала, поэтому хочу всех вас поблагодарить, кто помог, да, в организации этого мероприятия. Оно действительно оказалось очень полезным, организовано на высоком уровне. Вот. Было интересно, увлекательно, было много вопросов, мы нашли на них ответы. Поэтому я хотел бы вам сказать, что вы действительно справились с этой задачей, и все ожидания вы превзошли. Вот, поэтому вы молодцы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с вами. В завершении семинара всем участникам были вручены сертификаты об успешном прохождении онлайн-тренинга. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Определились 25 финалистов конкурса молодых лидеров гордости Абхазии. Все они войдут в состав кадрового резерва президента Республики Абхазия, который будет создан после окончания конкурса. Также для финалистов предусмотрены стажировки и программы повышения квалификации в Российской Федерации. Финал конкурса пройдет в конце августа на площадке Абхазского государственного университета. В Русдраме прошла пресс-конференция генерального директора театра Ираклия Хиндба, посвященная итогам первого полугодия. Ираклий Хиндба также рассказал о спектаклях, которые будут предложены зрителям до конца года. Репортаж Эсмы Гуланзе.
В период пандемии коронавируса Русдрам понес значительные финансовые потери и был вынужден дважды прерывать свою деятельность. Однако, несмотря на сложности, театр сумел найти новые творческие пути и способы взаимодействия со зрителем. За эти несколько месяцев были представлены 9 крупных онлайн-проектов и 3 видеоверсии спектаклей. Эти спектакли смотрят тысячи людей по всему миру. Это реклама для нашего театра, но это реклама, и в первую очередь реклама для Абхазии. Нынешний театральный сезон стартовал в начале ноября прошлого года и продолжится до октября. За это время было выпущено 5 премьер и отыграно 80 репертуарных спектаклей. Мы выпустили премьеру «Электро-спектакль». Это конец октября-ноябрь прошлого года. Затем у нас была премьера спектакля «Королевский Новый год», постановки Джамбула Жордания. Затем «Оскар», комедия, очень популярный спектакль. 15 августа мы его играем вновь, и, по-видимому, будет полный зал с соблюдением санитарных норм. До конца сезона театр планирует порадовать еще 20 постановками. Ожидается несколько премьер в камерном формате на площадке «Арт-фойе», а также на сцене в присутствии зрителей. Среди них вечер поэзии Федерико Гарсии Лорки, спектакль «Ниоткуда с любовью» по произведениям Бродского, а также моноспектакль по роману Баграта Шинкуба «Последний из ушедших». Кроме того, в этом году отмечается юбилей Владислава Ардзенба, и Русдрам планирует выпустить документальный спектакль на основе стенограммы мартовской встречи 3 сентября 1992 года. В декабре на сцене Русдрама также планируется премьера знаменитой рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». У нас будет абсолютно живой звук на сцене. Я уже провел переговоры с Андре Гумба и музыкантами Ама Рекордс. Мы договорились о том, что они будут обеспечить музыкальную часть, составляющую этого проекта. Что касается исполнителей, у нас в театре есть немало поющих актеров. Уже можно точно сказать, что в спектакле примут участие Джамбул Жордания, Осман Абухба, Симона Спафопула, Лаида Тыркба. Следующий театральный сезон для Русдрама станет юбилейным, 40-м. 7 сентября 2021 года состоится вечер, посвященный дню рождения театра. Эсма Гуланзе, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. С 1 по 26 августа Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба ведет прием заявок в детскую студию «Нарт». В кастинге могут принять участие дети от 8 до 15 лет. Одним из главных критериев отбора является знание абхазского языка. О дополнительных условиях набора и о том, какими качествами должны обладать участники, смотрите в нашем следующем репортаже. Вот уже 2 года, как в Абхазском драматическом театре открыта студия «Нарт», в которой детей обучают актерскому мастерству, а затем привлекают к работе. Маленькие актеры с успехом участвуют в различных спектаклях и постановках. В этом году в кастинге могут принять участие дети от 8 до 15 лет. Ребенку необходимо подготовить лирическое или прозаическое произведение на абхазском языке, а также вокальные и танцевальные номера. Знание абхазского языка обязательно. К сожалению, у нас ограниченное количество мест, поэтому бывает, когда мы не можем брать по тем или иным критериям всех детишек, но мы стараемся как можно филигранно подходить к детишкам и помогать им дальше для поступления в нашу театральную студию. Первый отбор в детскую студию при Абхазском драматическом театре проходил в сентябре 2018 года. Тогда в группу были приняты 15 детей. За это время детская группа «Нарт» с успехом сыграла во многих спектаклях. Если говорить про первый набор, конечно, я могу сказать, что нам очень сильно повезло, потому что дети оказались очень одаренными, и у каждого есть свой талант. И, конечно, мы попытались этот талант раскрыть, и как результат они вот играют уже на большой сцене в таких спектаклях, как, например, «Ромео и Джульетта». Они играют главную тематическую роль. Также спектакль
про Таифа Аджба, поставленный Мадиной Аргун. Также в спектакле «Щелкунчика» детишки играют. Есть проект «Шедевр абхазской литературы». Дети прекрасно читают стихи на своем родном абхазском языке. Хочу заметить, что у детей уже есть опыт в кино. Как вы знаете, недавно проходили съемки фильма «Детство Чика», и там все детишки из нашей студии принимали активное участие. В связи с карантином занятия первой группы студии «Нарт» пришлось приостановить. Однако все это время дети занимались дистанционно. К сожалению, мир диктует свои правила, поэтому мы в течение 2 месяцев вынуждены были перейти на онлайн-занятия. Мы проводили занятия по актерскому мастерству, сценической речи и хореографии. К счастью, уже ситуация в стране более благоприятная, и мы надеемся на то, что мы сумеем возобновить занятия с детишками с сентября месяца. Обучение в детской театральной студии при Абхазском драматическом театре проходит 2 года. Каждые полгода маленькие актеры сдают экзамены по актерскому мастерству, показывая себя в спектаклях. По окончанию обучения всем воспитанникам выдадут сертификаты, после чего юных актеров переведут в детскую труппу театра. Заявки на участие в отборе во вторую группу принимаются до 26 августа, а сам кастинг состоится 27 числа. Гугут Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 23-28. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.